Нам хотелось сделать хорошую валюту, но мы понимали, что это очень сложно. Кыргызстан первый среди стран бывшего Союза ввел национальную валюту. 10 мая 1993 года сом стал официальным платежным средством на всей территории страны. Дизайнер Дмитрий Лысогор стоял у истоков национальной валюты Кыргызстана. Именно он является автором дизайна банкнот первой серии номиналом 1, 10 и 20 сомов. Как вспоминает дизайнер, создание денег далось ему нелегко. Сначала предстояло изучить аналоги других стран, а уже потом собирать всю информацию по крупицам. Мы долго искали, наверное, в течение полугода, делали эскизы. Потом шла подготовка уже к печати этих эскизов. То есть то, что тут набросали мы, нужно было наполнить уже настоящими элементами. Но так как компьютеров в то время еще не было, близко даже у нас, все это вручную рисовалось. Этот ролик о композиторе Абдуласе Малдыбаеве создан Национальным банком в честь независимости страны. Ролики рассказывают о жизни выдающихся исторических личностей, видных деятелей культуры и искусства, изображенных на купюрах национальной валюты. В историю национального искусства Абдулас Малдыбаев вошел как один из основоположников кыргызской профессиональной музыки. Именно он расположен на купюре 1 сом. Он оставил о себе память как талантливый композитор, певец и видный музыкальный и общественный деятель. Вместе со своими соратниками-композиторами он явился создателем кыргызского музыкального театра. Всего Малдыбаев сочинил более 1000 мелодий. Из них около 400 – это песни. Айдарбек Малдыбаев всегда носит в кошельке 1 сом с изображением своего прадеда. Потомок известного композитора гордится тем, что на кыргызском соме изображен его прадед. Когда я увидел на банкноте фотографию Чоңата, я еще был маленький на самом деле. Но даже тогда это на меня произвело такое впечатление. Больше, наверное, на моих родителей. Что смотрите, Абдулас Малдыбаев – официальной банкноте Кыргызстана. Начали сравнивать параллели. Вот смотрите, вот $1 Джордж Вашингтон, почетная миссия. А 1 сом Абдулас Малдыбаев – это действительно было таким впечатлением незабываемым для меня. С 1993 года по 2008 годы в обращение были выпущены 3 серии банкнот номиналом в 1 сом. Начиная с 2008 года бумажный сом вышел из обращения и используется в виде монеты. Первыми банкнотами, вот она вот в таком виде, здесь преобладает больше красные оттенки. Отличительной чертой является то, что на фоне, на просвет можно увидеть водяной знак в виде орла. Здесь у нас есть сквозной регистр, орнамент и памятник Манасу с 1994 года. Было введено в обращение банкнота этого вида. Отличительной чертой также является то, что расположен портрет первого композитора Кыргызстана, это Абдуласа Малдыбаева. И на оборотной стороне, на фоне филармонии, мы можем здесь увидеть национальные инструменты. И начиная с 2000 года мы уже ввели в обращение банкноты вот этого вида. Сом изготовлен из 100% хлопкового волокна и может быть сложен 5000 раз, а в воде без повреждений купюра продержится целый час. Для продления срока использования банкнот применяют современные технологии, такие как покрытие лицевой и оборотной стороны специальным лаком, предотвращающие ее загрязнение. Эрлан Джуншалиев, Руслан Сабатаров, Ала-То, 24.